Эфир абхазского телевидения продолжает русская служба новостей. В студии Алиса Шамба. Здравствуйте. И в начале выпуска коротко о главных темах дня. Борт МЧС России прибыл в Сухумский аэропорт для эвакуации 8 пациентов из Абхазии в медицинские центры России. В столицу Абхазии прибыл тестовый скоростной электропоезд «Сухум-Сириус» из Сочи. В Абхазии продолжается диспансеризация школьников. Осмотр проводят медики Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей Минздрава России. В Абхазии проходит международный кинофорум. Специальный борт МЧС России прибыл в Сухумский аэропорт для эвакуации 8 пациентов из Абхазии в медицинские центры Российской Федерации. Из 8 пациентов 3 – это дети и 3 тяжелых пациента из республиканской больницы. Гугуца Вардания расскажет подробности. Международный аэропорт Сухум принимает уже второй рейс из Москвы с момента реконструкции. На этот раз в воздушной гавани приземлился спецборт санитарной эвакуации МЧС России. Международный аэропорт Сухум имени Владислава Григорьевича Ардзенба прибыл самолет МЧС России. Отсюда в профильные российские медучреждения направится 8 пациентов из республиканской больницы. На борту самолета специалисты, врачи Федерального центра медицины катастроф Российского Минздрава и Министерства по чрезвычайным ситуациям России. Они помогут абхазским пациентам, которые нуждаются в лечении за пределами Родины, добраться до лучших медучреждений столицы и получить квалифицированную медицинскую помощь. Это стало возможным благодаря договоренностям абхазского и российского Минздравов. Несколько дней назад министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Альбертович Мурашко находился с рабочим визитом в Республике Абхазия, посещал лечебные учреждения, находился в республиканской больнице, осматривал тяжелых пациентов. После того, как был проведен обход, был консилиум, телемедицинские консультации с профильными федеральными центрами по этим вопросам. И было принято решение доставить пациентов в профильные лечебные учреждения Российской Федерации. Хотел выразить слова благодарности Российской Федерации, лично Михаилу Альбертовичу Мурашко за такую поддержку. По его поручению сегодня сотрудники Федерального центра медицины катастроф совместно с МЧС, Министерством по чрезвычайным ситуациям Российской Федерации организовали вот такую вот акцию «Город Сухум, самолет, город Москва». Поэтому вот такое сотрудничество между нашими странами, оно выходит на совершенно другой уровень. Я имею в виду нашу медицинскую составляющую. Эти все вещи, они согласованы. Эта ситуация держится на контроле лично у министра здравоохранения Российской Федерации Михаила Альбертовича Мурашко. Мы буквально вчера по этому вопросу созванивались, общались. И вот такое вот начало хорошее. Дай Бог, все получится и спасем жизни людей. Это первый подобный опыт в истории Минздрава, отмечает Эдуард Бутба. В полете пациентов будет также сопровождать специалист психологической помощи. Самолет оснащен необходимым оборудованием для транспортировки пациентов, в том числе и тяжело больных. Специальные медицинские модули, аппараты искусственного дыхания и кардиомониторы позволят оказывать медицинскую помощь и следить за состоянием пациентов в полете. Из 8 пациентов 3 – это дети. Девочки и мальчик. Соответственно, у 2 детей в ходе медицинских осмотров профилактических, которые выполняли российские специалисты, были выявлены заболевания. Они будут направлены на дообследование в Центр глазных болезней имени Гельмгольца. Еще один ребенок будет госпитализирован в стационар Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей. Также у нас есть 5 взрослых, из них 3 взрослых по итогам проведенных телемедицинских консультаций со специалистами Института Бурденко будут направлены к ВИМ-стационар. 1 пациент после дорожно-транспортного происшествия с сочетанной травмой и травмой головного мозга будет направлен в Национальный медицинский центр имени Пирогова, медико-хирургический центр имени Пирогова. И еще 1 пациент
герой войны в Абхазии. Он, соответственно, будет тоже с тяжелым заболеванием, будет доставлен по итогам телемедицинской консультации в НМИЦ имени Вишневского. Самолет с пациентами, гражданами Абхазии, нуждающимися в медицинской помощи за пределами республики, отправится в Москву в ближайшее время. Гугут Савардани, Инал Квинже, Абхазское телевидение. В столицу Абхазии прибыл тестовый скоростной электропоезд «Сухум-Сириус» из Сочи. Время пути на новой электричке между Сириусом и Сухумом составляет 3 часа 20 минут. Прибытие электропоезда встретила наша съемочная группа. Репортаж Адицы Сагария. Прибытие в Сухум тестового рейса «Ласточки» жители республики ждали с трепетом и волнением. Тестовым рейсом в республику приехали как гости, так и граждане нашей страны. Они первыми сошли с электропоезда, развивая абхазский флаг над головой. В это время на железнодорожном вокзале было многолюдно. Гостей встретили с национальными танцами. Сегодня историческое событие. Сегодня первая «Ласточка». Мы с Емельсинского курорта приехали сюда, в нашу столицу, нашу прекрасную республику, с таким комфортом. «Ласточка» – один из самых комфортабельных видов передвижения для дальних маршрутов благодаря ряду особенностей. Уютные салоны междугороднего типа. В них есть мягкие кресла с регулируемыми спинками, просторные проходы и панорамные окна. Гости, приехавшие этим рейсом, довольны и счастливы. Ой, отлично доехали, такая замечательная погода, настроение супер. Мы приехали для того, чтобы познакомиться с молодежью в Республике Абхазия, для того, чтобы обмен опытом состоялся. Да и вообще мы приехали с замечательными эмоциями, с хорошим настроением и готовы дружить и налаживать взаимосвязь между нашими странами. Регулярное движение электропоезда «Ласточка» начнется с 1 мая. Будут курсировать 4 поезда. Они будут отправляться утром со станции Меретинский курорт по маршруту Гагра-Сухум и возвращаться вечером. Мы четко понимаем, что объем транспортной мобильности между Российской Федерацией и Республикой Абхазия растет год от года. Растут и туристические объемы перевозок, и мы понимаем, что есть и транспортная мобильность, связанная с поездками на работу и с работы. И в этой части, конечно же, объем прямых перевозок на этом участке позволит и сделать более доступными эти поездки, с одной стороны, а с другой стороны, безусловно, предложить услугу, которая будет представлена с движением четко по расписанию, в современном подвижном составе, со стоимостью билета, которая будет в целом конкурентоспособна по отношению к автомобильным перевозкам. И все это сделает возможность поездки между Российской Федерацией и Республикой более удобными, более комфортными и, самое главное, более доступными. Для запуска «Ласточки» в Абхазию представителями Абхазской железной дороги была проделана колоссальная работа, в первую очередь по подготовке инфраструктуры. Абхазская железная дорога красивая, но с точки зрения инфраструктуры сложная. Конечно, нужно было привести в порядок искусственное сооружение, габариты приближения при следовании поезда, повысить скорость, обеспечить безопасное проследование горловин станций, разноуровневых одноуровневых пешеходных переходов и переездов. Вся эта работа была выполнена, соответствующее расписание составлено, и сегодня мы с вами оказались свидетелями этой поездки. Сегодня мы наблюдаем финальную стадию вопроса, которым мы занимаемся на протяжении целого года. Да. Как вам известно, 2 раза тестовые рейсы осуществлялись до Сухума. Все, что сказал Иван Николаевич, это на самом деле большая работа 2, так скажем, компаний. И специалистов РЖД, и специалистов Абхазской железной дороги. Мы сегодня видим, что результат есть. Все недочеты, все замечания технического характера исправлены. И вот сегодня мы можем официально заявить, что с 1 мая «Ласточка» начнет свое регулярное сообщение. Машинистом и инструктором Кириллом Тищенко сегодня была проведена ознакомительная поездка для локомотивной бригады. Есть еще, так сказать, над чем поработать, но коллеги с Абхазской железной дороги уже провели достаточно хорошую работу.
которая позволяет вот совершать такие рейсы. Помимо «Ласточки» рейс будут обслуживать и другие электропоезда, которые тоже являются современными санитарными комплексами с кондиционированием, что в туристическое время особенно важно. Адис Цагария, Эльдар Дамиров, Абхазское телевидение. На электропоезде «Ласточка» приехали активисты движения «Первых», деятельность которых направлена на содействие проведению государственной политики в интересах детей и молодежи. Организация способствует улучшению образовательного процесса, делая школьную жизнь многогранной и интересной. Они приехали в Сухум с подарками. Учащимся второй средней школы преподнесли настольные и развивающие игры, а также разнообразные школьные принадлежности. Активисты рассказали о проектах и возможностях движения «Первых». На данный момент организация объединяет 10 миллионов детей по всей России. Главная цель – создавать возможности для личностного роста детей и развития страны в целом. Сегодня мы знакомим наших ребят с различными проектами, которые существуют в Российской Федерации. Это, например, одно из движений «Первых». Вот. К нам приехали также специалисты из проекта, который называется «Навигаторы детства». Также к нам приехали спортсмены. Вот у нас два мероприятия. Одно мероприятие в школе, другое мероприятие в колледже проходит. Поэтому детям интересно, они будут задавать вопросы, участвовать в играх, в конкурсах. И потом будут, как говорится, уверенно принимать участие во всероссийских конкурсах. У нас такая возможность появилась, как вы знаете. И вот такие проекты для нас, они, конечно, очень важны. Я рад, что вместе с электричкой, которая теперь у нас будет курсировать, прибыли такие замечательные специалисты, с кем мы уже знакомы. И вот их визит первый в Абхазию для нас очень знаковый. Я благодарю руководство России за эту возможность. 27 февраля в Абхазии отмечают День работника средств массовой информации. Исполняющий обязанности президента Абхазии Валерий Бганба поздравил работников СМИ с их профессиональным праздником. В народе ценят ваш труд и служение Родине. В самые сложные годы для республики работники СМИ доносили миру правду о событиях, происходивших в Абхазии. Многие из вас с оружием в руках защищали свою родину, теряя друзей и коллег. Сегодня мы по праву гордимся отечественной журналистикой, отмечается в поздравлении. Спикер Народного собрания Лаша Ашуба поздравил работников СМИ с их профессиональным праздником. Лаша Ашуба выразил благодарность за вклад в развитие средств массовой информации Республики Абхазия, за преданность своему делу и создание талантливых, актуальных журналистских материалов. Он пожелал работникам СМИ благополучия и успешной реализации новых планов. Союз журналистов Абхазии подвел итоги конкурса, посвященного 150-летию со дня рождения Дмитрия Иосифовича Гулия «Абрисоп Сара». Конкурс проводился в 2024 году совместно с Госкомиссией по празднованию юбилея патриарха абхазской литературы. В номинации «Телевидение» первой премии удостоена наша коллега Инна Хаджиба за телепроект «Сахара Сапсадгил». В номинации «Печать» первая премия присуждена за очерк «Соловьиная песня Вахтангу Абхазо», газета «Республика Абхазия». В номинации «Радио и информационное агентство» победители Элеонора Кугоня и Инна Лазба и «Спутник Абхазия» за радиопередачу «Феномен Дмитрия Гулия». Исполняющий обязанности президента Валерий Бганба поздравил с днем рождения главу Республики Адыгея Мурата Кумпилова. Народы Адыгеи и Абхазии объединены общим культурным пространством. Нас связывают крепкие братские отношения. Хочется отметить ваш вклад в укрепление дружеских связей между Республикой Адыгея и Республикой Абхазия. Уверен, что совместными усилиями наших народов мы сможем обеспечить развитие и наращивание абхазо-адыгского сотрудничества в разных сферах, говорится в поздравлении. В Абхазии продолжается диспансеризация школьников. Осмотр проводят медики Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей Минздрава России. О том, как проходит диспансеризация в городе Гудаута, в материале Алики Трапш. В средней школе номер 3 города Гудаута диспансеризацию проводит бригада врачей из Адыгеи. Ранее они же осмотрели школьников из 5-й школы города. В общей сложности в районе ими уже осмотрено порядка 300 школьников. Основная масса выявленных патологий связана с опорно-двигательной системой и лор-заболеваниями, отмечают специалисты. Больше всего выявляется это нарушение осанки, есть очень незначительно, но в большинстве случаев. И, конечно же, плосковальгусные постановки и стоп, и формирование, и все остальное. У более детского возраста,
первый, второй класс – это плосковальгусная постановка, более взрослого сейчас, которая рассматривается. Больше всего выявляется это сколиозные деформации грудопоясничного, у кого грудного, грудопоясничных отделов позвоночника. Родителям будут передаваться те рекомендации, которые им нужно выполнять в течение большого промежутка времени, чуть ли не до 18 лет, чтобы когда формируется весь организм ребенка. Перед диспансеризацией у школьников берут общий анализ крови и мочи. Затем с результатами анализов они идут на осмотр к узкопрофильным специалистам – педиатру, хирургу, эндокринологу, психиатру, офтальмологу, урологу и другим. В основном детки здоровые, но также выявляются хронические патологии. По моей специализации выявлены аденоиды, гипертрофия немных миндалин. Мы отправляли на дополнительные исследования в виде рентгена носоглотки, КТ-ППН, придаточных пазух носа. Да, это в рекомендации данной были. Диспансеризация помогает своевременно выявлять и предотвращать возможные заболевания у школьников. Она проводится бесплатно на добровольной основе с согласия родителей. Все полученные данные будут оцифрованы и переданы в местные поликлиники для дальнейшего наблюдения за состоянием здоровья детей. Мы передадим эти карточки в поликлинике по месту жительства. Ну и еще мы сведения об осмотрах передаем в Центр здоровья детей. Они совместно с местным руководством будут уже, исходя из того, какая патология, где должна проходить лечение, они будут перенаправлять либо на местном уровне. Масштабная диспансеризация школьников проводится на основании договоренности Минздрава Абхазии с Российской Федерацией. Она охватывает как городские, так и сельские школы. Диспансеризация будет проходить до мая месяца включительно. Алика Трапшада Мурджения, Абхазское телевидение. В честь 80-й годовщины Великой Победы дипломаты посольства России в Абхазии от имени президента Российской Федерации Владимира Путина вручили проживающим в республике ветеранам Вадинской, Дорофеевой, Мологлы и Христиановы юбилейные медали в 80 лет Победы в Великой Отечественной войне. Абхазия стала второй страной, где проходит «Эхо Евразия Кинофест» и еще одной площадкой профессионального киносообщества. Это своеобразный эпилог или дополнение прошедшего в октябре фестиваля «Евразия Кинофест». Форум дает возможность представить еще больше работ участников и расширить кинопространство. Ульяна Рожкова расскажет подробнее. Евразия Кинофест – это международный фестиваль, объединяющий кинематографистов, продюсеров, актеров и зрителей стран Евразийского экономического союза. Он стал ключевой площадкой для диалога и сотрудничества в сфере киноиндустрии, развития совместного кинопроизводства и популяризации культурного наследия евразийских народов. В этот раз фестиваль посетил и Абхазию. Сегодня мы находимся в республике Абхазия. Такое было принято решение, что наши ближайшие друзья, соседи, мы должны сегодня провести здесь этот кинофорум, показать еще раз кино лучше, в том числе дать образовательный модуль, потому что есть кинематографисты, которые сегодня очень важны и ценны это, и мы хотим им не просто показать кино, но и дать профессиональный навык. Мы проводим здесь сегодня образовательные программы, это у нас помимо круглого стола о развитии кинематографа мы даем мастер-классы по режиссуре, операторскому мастерству, актерскому мастерству, то есть даем сегодня возможность получить профессиональный навык от профессионалов-мастеров, которые уже имеют какие-то звания и титулы. Фестиваль проходил в Москве с 17 по 21 октября прошлого года. Зрителям показали десятки авторских и короткометражных фильмов, полнометражные кинопремьеры. Прошли мастер-классы от ведущих специалистов индустрии и оживленные дискуссии о будущем кино в общем пространстве. Среди лучших работ, представленных на фестивале «Евразия Кинофест», на форуме показали и картину абхазского режиссера Наура Гармелия «Последняя цена». Напомню, что Наур Гармелия победил в номинации «Лучший режиссер». Организаторы стремятся показать зрителям лучшие картины, принимавшие участие в Евразия Кинофест, и сквозь призму кино сохранить традиционные ценности, воспитать патриотизм. Помимо кинопоказов на форуме пройдут круглые столы и мастер-классы с участием известных кинематографистов. В рамках этого мероприятия мы впервые соберем в Москве более 150 молодых кинематографистов из стран Евразии. В течение нескольких дней проведем для них образовательную программу. Это будет погружение в кино. Каждый из них пройдет через все ключевые процессы создания кино. И на выходе у нас будет 8 команд в странах, которые способны создавать самостоятельные проекты. Кого-то уже набрали здесь?
Да, здесь у нас уже есть участники, которые заинтересованы в этом проекте. И, конечно, мы всегда ищем возможность расширяться и рассказывать новым людям о том, что мы делаем. Международный кинофорум «Эхо Евразия Кинофест» в Сухуми завершится 27 февраля. Ульяна Рожкова, Рамо Камке, Абхазское телевидение. Руководители и участники фестиваля «Эхо Евразия Кинофест», открытие которого прошло накануне в Музее боевой славы, провели пресс-конференцию. Они рассказали о том, какие фильмы будут показаны в рамках фестиваля и о целях, задачах форума. Показ фильмов будет проходить в кинозале Музея боевой славы имени Ардзенба. Цель кинофестиваля – создать полноценную евразийскую киноиндустрию, в которой таланты, идеи и совместные проекты найдут поддержку и развитие. Но мы поняли, что жить от фестиваля к фестивалю недостаточно. И сегодня нам нужны еще дополнительные коммуникации, дополнительные возможности встречаться, общаться и показывать то правильное кино, которое стало победителем на кинофестивале. Поэтому мы решили проводить такие кинофорумы, когда мы выезжаем на несколько дней в ту или иную страну, республику, демонстрируем лучшее кино победителей нашего кинофестиваля, проводим в том числе образовательный модуль, мастер-классы и ряд других проектов в эти дни. Мы уже посетили Кыргызстан, город Бишкек. Сегодня у нас на очереди мы проводим кинофорум в гостеприимной республике Абхазия. Дальше у нас по плану проведения кинофорумов таких же в Белоруссии, в Ереване. И тем самым мы уже подойдем к основному фестивалю, который пройдет в Сочи, как я уже сказал. Процесс развития кинематографа в Абхазии, он невероятно медленный. Я думаю, вы это тоже обсудили на форуме. Но насколько важно ознакомиться с культурой других народов, с их точками зрения на разные аспекты жизни через кинематограф. И хочу поблагодарить также, что вы отметили работу нашего соотечественника высоко. Она сегодня тоже у нас в программе. Также надеемся на какое-то дальнейшее сотрудничество и будем рады возможным коллаборациям нашим, с нашими местными кинематографистами, возможными экспедициями вашими в наш край. За последние несколько лет больше 29 работ было снято российского кинематографа на территории Абхазии. Я думаю, мы также будем открыты кинематографу стран СНГ, стран Азии. Уважаемые телезрители, сразу после новостей смотрите теледебаты кандидатов в президенты Абхазии. На дебаты кандидатам предоставлено 2,5 часа эфирного времени. Ну а сейчас о погоде. По сообщению Гидрометцентра, в пятницу, 28 февраля, в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков. Температура воздуха ночью -3 плюс 2, днем +3 плюс 8. Температура морской воды +8. На этом наш выпуск завершен. Я с вами прощаюсь, а Абхазское телевидение продолжает свою работу.